Что, поплыву за вещами оставшимися, а то костер надо будет делать, бензопилу, плиту, уху варить. Заодно еще в камышах поищу. Чего себе привет затопило. Здесь же у нас каменная гряда, она на две части делит это место. Да, столько воды не было, блин, по-моему, еще ни разу за это лето. Офигеть, вот это воды. Обычно вот этот камень стоит высоко, и он... Блин, да. Мы вот здесь лодки уже ставим. Банька моя стоит. Вот тут у нас все благоустроено. И баня, пеньки, дрова, стульчики мои, табуретки. Блин, я вообще такого никогда здесь не видел. Вот здесь берег, все. Вот я ночью здесь ее накачивал. Вот в этом месте. Ха-ха, прикольно. Нереально прикольно. Так, а что у нас тут? Опа! Мой любимый инструмент. Все, пила штиль МС-180 модернизированная. Никаких болтов теперь нету, просто на эту штучку закручиваешь и все. Масло, забодяжил смесь. Дали заявление, позвонили, там уже все, там молодцы такие, прям собирают данные, звонят. Сейчас Выборгские позвонили, потом нет, это отделение Соколинска, они сами перезванивают нам, что, как, почему, все данные там взяли, местонахождение, говорят, давайте мы к вам приедем. Ну, мы скажем, что вы к нам без лодки не приедете, так что завтра там они поедут. В общем, оперативно так, культурненько все, нам прям понравилось, как они сработали, прям, ну, так, прям с участием. Не то, что типа, опять какие-то придурки там просрали. И говорят, что, ребята, на самом деле лодки, вот, чтобы они сами ушли за такой короткий промежуток, парни 15 минут отошли от лодки. Это, говорит, один там на 10 случаев, если не больше. В основном все воруют. Так что, похоже, сперли лодочку нашу. Поймали ночью пару лещей. Подлещичка и леща. Будем уху делать, что делать? Остается тусить. Лодка ушла уже, все. Походу не найдем. Осталась моя байдарка. Вопрос еще, как будем переплывать. Остается открытым. На самом деле это полуостров, но сейчас воды столько, что он превратился в остров, и уже его вброд не перейти. А на моей байдарке, ну, блин, только вещи можно будет перевезти. Так что завтра будем думать, как уплыть. Теперь надо немножко обсохнуть. Пытаюсь высушить шмотки, и дождь идет параллельно. Пока плавал, парни грибочков пособирали. Сегодня будет жареха, белый такой. Сейчас отварим, пожарим. Наконец-то у нас будет костер. Надо смотреть, чтобы цепь стояла той стороной. Упс. Первый раз у меня такая тема. Не первый раз, Гарик. Не лезь в мой блог. Вместо ухи леща решили сегодня запечь. Все, суббота прошла. В принципе, так, погрустили, старались не думать о том, что лодки больше нет с мотором. Начался дождь уже весь вечер льет. Всю ночь, похоже, будет. Все, воскресенье. Надо уезжать. Самое нелюбимое время, надо собираться, блин. И, в принципе, сваливать. А погодка вчера всегда такая по воскресеньям почему-то хорошая. Постоянно так. А то
из-за лодки что-то так и не показал островок наш. Остров, полуостров Горелый. Вот такой вот он. Холмик. Вот зимой я здесь же по камням лазил. Потом покажу видос, этот сосенки собирал. Тоже зимой очень красиво. Снег лежит такими холмами. Вот такой вот он. Каменный. Прикольно, тут красиво очень. Ладно, сейчас парни собираются, уже торопят, быстрее. Домой надо. Потому что еще у нас лодки нету. Хочу напомнить, у нас нет лодки. У меня тут только моя байдарка и куча вещей. У нас мысли, либо вот сейчас рыбаки будут там проплывать с той стороны. Мы будем их ловить и просить отвезти. Ну, либо на базу, в принципе, можно, на база Соколинская, позвонить, там лодку арендовать, я на байдарке сплаваю, заберу лодку. И парни переплывут. Ну, я, может, еще потусуюсь, провожу их, и что-то не хочется уезжать. Последние деньки такие, сейчас осень резко настанет, все, листья все опадут. Продышался свежим воздухом, в гамаке спать круто, потому что дышишь просто на свежем воздухе и спишь. Это кайф. Все, парней забирает баркас. А я пока остаюсь. Парни уплыли, а я жду вот эту штуку. О, дождался. Понеслась веселуха. А я в домике. У меня все замечательно. Ну что, пора подкрепиться. Ой, картошечка. Все, сейчас вкусненько картошечки поедим. Ой, эту штуку потом отмывать, конечно, не очень прикольно. Ну, что делать? Все, погода вообще туда-сюда качает. То солнце, то ливень. То солнце, то ливень. Не поймешь вообще, что же ждать. Ну, вот сейчас нормально, солнышко. О, моя байдарка. Ничего себе. Вот это прикол. Блин. Не, ну вот лодка правильно должна была быть так же сюда поплыть, в эти кусты. Офигеть, я дебил. Да, а если бы не камыш? Все, пиши пропало. Байдарку спас, можно и похавать. Да, а если бы не камыш, все. Пошла бы туда вот она вот. Не, наверное, я бы вылез, увидел бы ее. Разделся бы и поплыл, что делать. Догонять. Ну, я бы охренел, вода уж холодная. Может даже искупаться попробовать. Хорошая идея. Да, вода уж прохладненькая. Нормально не поплавать. Но окунуться вообще кайф. Все, взбодрился. Сейчас надо собираться. Время уже 5 час. Скоро дождь должен пойти. Когда стемнеет дождь, блин, ехать будет тяжело по трассе. Так что оперативненько сейчас. Вот моя система, в общем. Костерок догорает. Сейчас буду остатки вещей собирать. В принципе, быстро сейчас все упакую. Вот так вот я живу. Навесной тент снизу гамак. Очень кайфово. После этого палатки вообще спать не могу. И нафиг они нужны. Нашел 2 дерева, натянул между ними это. И диван тебе, и гамак, и кровать, все. Если надо, закрылся. Вот. Опа! Все. Блин, опять погода. Сейчас дождик пойдет. Надо, чтобы байдарка высохла, а походу не успею высушить. Что в этот раз решил. Напихал, блин. Нормально. Ну, нормально. Ну, прощай, хорошее местечко. Еще вернемся. Да, кстати, про зимний. Вот зимний выезд будет у меня тоже отдельно. Вот здесь мы сидели, на этой же поляне, здесь вот лед. Здесь мы щучку поймали примерно, где я сейчас нахожусь. На кружок.
Зимой вообще все по-другому, прикольно. Сравним. Так, какой делаем вывод? Первое, лодки оставлять ни в коем случае нельзя, как бы казалось, что это все безопасно. Без присмотра, не привязывать надо. Вот все, у нас получается итог какой, что мы без лодки. Лодку у нас, ну, сперли, похоже. Я бы зря там катался, везде искал. Ну, как зря, здорово покатался, мне очень понравилось. Просто так я бы не покатался. Не было бы такой сильной мотивации обыскать все это, все острова плыть. Но тем не менее, кто бы мог подумать, что вот за 15 минут, пока парни там рядом стоят, собирают палатки, блин, уведут лодку. В принципе, у нас всегда на ночь мы всегда убираем. Мотор, лодку, всегда все прячем на ночь. Поближе. И то, блин, воруют здесь по-жесткому, конечно. А мы раньше как, вот лагерь поставили, палаточки, все, и поплыли рыбачить там по самому. А что будет, кто залезет там? Ну, вряд ли кто-то полезет на остров, там смотреть палатки. И тут тоже история, что вот там вот на острове, на песчаном, у ребят сперли все, что было, просто все. У них был лагерь, там снаряжение, куча, палатки, все увели. Не помню, говорил я или нет, но потери у ребят достаточно, блин, серьезные. Ну, мотор около 80 тысяч, там был Yamaha 9,9 сил. И лодка Hunter, там, ну, не помню, название тоже надувная. Она там порядка 40 тысяч стоит. И плюс они кучу приблуд нам покупали, кучу сил вложили, блин, в нее. Там якорь вешали, отдельно наклеили. Ну, кучу всяких фишек наклеивали, сами все делали. Блин, жалко, конечно, трындец как. Ну, они уже вроде так, более-менее смирились с этой потерей. Ну, еще заявление в полиции. В принципе, может быть, найдут. Всякое бывает. Сейчас они поехали туда в отделение, там что-то там написать. Вот, будем надеяться, что, может быть, когда-нибудь это все найдется. Ну, блин, болото теперь здесь, а. Так и знал, что так будет. В идеале, конечно, байдарку просушить. Иначе придется ее сушить дома. А дома все время так лень. Каждый раз так вот стоишь. Напоследок наслаждаешься. И не хочешь уезжать никуда, блин. А уезжать надо. Ты стоишь такой, думаешь, как бы вот насладиться. Оп. И все рядом, такие места шикарные. Любой может приехать, любой может отдохнуть. Поэтому приезжайте, наслаждайтесь и ведите себя культурно. Не оставляйте мусор. Не могу просто, вот как можно так вот, смотришь, из свалка просто ямы, там мусор. Вот люди просто чем думают? Эти люди просто побухать приезжают, а не природой насладиться. Вот какой можно сделать вывод.